kus will be family vacation. You are the next one. That's where you compete like hackathons. For example, you go to hackathon, you make a really huge project, and then you receive points. Меня зовут Марика, и мы сейчас в терминале 42 и проводим здесь второй год уже гараж 48 хакатон, который интенсивный такой, выходные, где ты из идеи разрабатываешь свой проект с командой. В этот раз взяли фокус на gamification, что делать более игровые или, скажем, конкретные проблемы, идешь с идеями и делаешь их более игровыми, чтобы людям ежедневные рутины казались легче и лучше. И что мы здесь видим на этих выходных? У нас от новых dating apps, на свидание пойти аппликаций, до этого, как улучшить и почистить одессовский город, и кончая с спортом, чтобы легче было людям аппликации использовать, например, вместе бегать по тропинкам и соревноваться. Так что будет всего интересного. Тут у нас всего сегодня 9 проектов будут показываться, и всем по 3 минуты даем, так что увидим хорошее, интересное демо. Марика, скажите, пожалуйста, вы откуда приехали? Либо вы одесситка? Мы сами с Эстонии, и мы эстонская организация, которая проводим такие хакатоны по Восточной Европе. У нас много людей нас следуют в стартап-комьюнити в Беларуси, в Латвии, в Эстонии, на Украине, в Грузии, в Кыргызстане, в Молдове. Так что мы вот как раз в Восточной Европе, где мы всегда работаем. В Одессе хакатон впервые, либо уже были подобные мероприятия? Второй год сотрудничествуем с как раз нашим партнером от терминала 42. Угу. А скажите, пожалуйста, Марика, какие ребята участвуют в представлении проекта, в разработке проекта? Кто это? Да, всегда команды, они формируются с разных профессиональностей людей. Разные специалисты собираются, начиная от дизайнеров, маркетологов, кто-то, кто ведет проект, это project manager, и тогда, конечно, нужны разработчики. Так что это, я бы сказала, специалисты, которые ежедневно работают в IT-технологиях, или же они студенты и только учатся к этому. Они тут формируют команды и как раз интенсивно видят вот этот опыт, как делать с нуля свою идею, чтобы она сработала и чтобы уже идти дальше со своей фирмой. По итогу хакатона будет какой-то призовой фонд? Что это будет? Либо лучший проект дальше будет продвигаться? То есть что это будет? Я думаю, что самое важное, что мы отсюда даем, это этот опыт за эти выходные. Конечно, у нас международные менторы приехали тоже с Эстонии вместе с нами. Ну, как призы, что мы сегодня выдаем, у нас будет от Microsoft Special Prize. Это такие классные Activity Bands, девайсы. Потом у нас главный приз, это чтобы поехать на большую стартап-конференцию в Эстонию. Оплачиваются билеты на самолет, гостиница, и получат, конечно, билеты на конференцию тоже. Так что я думаю, вот это самое такое интересное, что этим местным командам, чтобы увидеть, как и другие в других странах работают. Команды в основном из Одессы? Не, у нас, я только что прочитала, у нас 5 разных городов Украины. У нас Запорожье, Одесса, Киев, Львив, Днепропетровск. И плюс еще, конечно, приезжие с Москвы и даже есть с Америки один парень. We have in Shuri, so I'm very happy. I'm also part of Shuri. Thank you. So we have a guy, amazing marketing guy. Woo! Then we have this strange designer, Janos, please stand up. So, gaming design, Alexander, please stand up. Честно, этот Garage 48, это gamification, что это просто как можно сделать разных вещей, например, тоже бизнес-аппликация, что пользовать gamification, что люди больше хотели этих вещей пользоваться. Здесь будет, например, дейтинг, ну, как знакомство,
здесь будет тоже один команда делал вибратор и так далее. Здесь разные команды работают на разных веб-сайтах или мобильных приложениях. То есть вы ставили себе задачу просто показать, что это за форма организации, да, как это работает? То есть это как тестовый вариант или это уже полностью рабочий продукт? Нет, это тестовое, что просто люди понимали, что такое короткое времени возможно сделать прототип, что они после понимали, что нужно, если ты хочешь начать стартап, что люди больше понимали маркетинг, что они понимали, как найти их клиентов и тоже как они должны это презентировать для инвесторов или для клиентов. Это по этому смысле, это как экстремальный тренинг, это как просто люди поняли, и из этих 9 команд, может быть, 1-2 реально имеют возможность это делать на стартап, а другие просто уже из этого события имеют больше знаний, как стартап реально работает и так далее. Вы уже занимаетесь не первый год. Можете сказать, вот где еще вы, в каких странах работали по этим проектам и чего добились? Ну, например, мы начали это 6 лет назад. Мы уже этот событие делали в 10 разных странах. Один из самых успешных вещь был из Минска, из Беларуси. В ноябре там началась команда, что имя Маскара. Через 4 месяца эта компания продавали в Facebook за $120 миллионов. Это безумная вещь. На самом деле это видно, что в принципе можно начать очень хороших, очень успешных стартапов на таких вещах. Но у нас как фокус, мы очень активно на странах, как Украина, Беларусь, Эстония и так далее. Это как бывший Советский Союз, потому что здесь очень много хороших и талантливых программистов, что они больше подумали и делали свои вещи на мировой рынок, на английском языке и так далее. Потому что там возможности больше, если вместе только работать на местными рынками или на только русскоязычный рынок. Понятно. Вы уже знакомы с какими-то, в общем, знакомы с какими-то проектами? Или пока для вас это тайна, для вас все будет как бы презентоваться, как и для всех здесь? Ну, я знаю, надо уже работать с ними сейчас 46 часов. На самом деле, какие-то команды чуть-чуть для меня чувствуют лучше, какие-то нет. На самом деле, через 5 минут мы уже видим презентации, и тогда мы узнаем. И на самом деле, это только сильно начало, потому что здесь, возможно, на это короткое время делать только первые шаги. И тогда будет сильно зависеть от команды, как они учат и как большую мотивацию они реально имеют, что это что уже сделано, реально переделать на реально в командах, реально в компаниях и так далее. На самом деле, здесь для меня это минимально 2-3 команды очень интересные, кто, может быть, через месяц были готовы, что уже найти их там клиентов, но тоже принципиально может даже говорить с инвесторами.